Минутное пребывание Пушкина в Казани в сентябре 1833 года, это казанский эпизод путешествия Пушкина, стал значимым событием в истории нашего края. 5 сентября поздним вечером Пушкин въехал в Казань и остановился в доме Льва Николаевича Энгельграда, тестя его давнего друга Евгения Баратынского, который в это время находился в Казани. Пушкин и Баратынский познакомились еще в 1819 году и с тех пор были связаны литературными интересами и общим кругом друзей. О литературной жизни Казани времен Пушкина хорошо осведомлен поэт Эдуард Кучаров, лауреат литературной премии имени Горького, автор книги «Каменев идет умирать». Вчера с друзьями я ходил в тени сосновой темной рощи, прохладной, ожидая нощи. Там с ними время проводил. Природа сумраком оделась, угрюмо на закате рделась тускло-червленная заря. Туман спустился на луга, зефир заснул, древа молчали, нахмурясь, небо покрывали черногустые облака. Луна из-за горы лесистой явила нам сквозь воздух мглистый бледно-багровое чего. Явила, и печальный свет по роще тихо и разливался, в тоску и мрачность облекался, казалось, каждый там предмет. Уныние в признаках черных на нас, безмолвных, утомленных, простерла свой свинцовый жезл. Отрада удалилась прочь, мое тут сердце приуныло, забивши, тише говорила, в твоей душе темно, как ночь. Надежды тусклый луч затмился, оставлен всем, всего лишился, и цель твоя одна лишь смерть. Я вздохом начинаю день, смущенные взоры в круг вращаю, еще отрад, тоску встречаю, печаль следит за мной, как тень. Исчезла радость, наслаждение, прошли забавы и мучения, рукой железной сердце жмет, волочится в скуке жизнь моя, лишась подруги кроткой, милой, всей жизни горестной, унылой, томятся сердце и душа. Но скоро я глаза закрою и смерти хладную косую в могилу темную сойду. Спасибо большое. Ну а для вас звучит романс «Ночной зефир струит эфир» на слова Александров Сергеевичев Пушкина и Доргомышского. Поет Владимир Васильев, заслуженный артист Республики Татарстан. Зашла луна золотая, тише чудный талый звон. Вот испанка молодая оперлась на балкон. Вот испанка молодая оперлась на балкон, оперлась на Ночной зефир
Восемь мантилью, ангел милый, явись, как майский день, сквозь чугунные перилы, ножку дивную продень, ножку дивную продень, сквозь чугунные перилы, ножку дивную продень, ножку дивную продень. 2023 год, год юбилейный, год круглых дат. Вот ровно 190 лет назад, в 1833 году, Пушкин провел в Казани. Это было частью его большого путешествия с целью сбора материалов для исторического труда «История Пугачева» и романа «Капитанская дочка». Пушкин решил осмотреть места сражений в Оренбургском и Казанском краях. Поэт в Казани встретился с Евгением Баратынским, обедал у Карла Фукса. Лучше многих казанцев знает историю и современную жизнь нашего города главный редактор журнала «Казань» Альбина Булатовна Абсалямова. Очень рада видеть всех сегодня здесь, друзей, единомышленников. Я с большим удовольствием принимаю участие в этом празднике 16 лет. И, конечно, Пушкин, он везде с нами, и наше все это не фигура речи, он действительно пронизывает всю нашу жизнь. Вот я сегодня со своей младшей дочкой, ей 5 лет, говорю, сегодня день рождения Пушкина, она тут же прочитала стихи без всякой подготовки. И старшие дети тоже, то есть это и семейный праздник тоже, чему я очень рада. И на страницах нашего журнала «Казань», Пушкин, пребывание его в Казани, влияние его на наших поэтов освещается очень часто, каждый год о нем выходят материалы, так что читайте тоже внимательно. А я прочитаю одно свое стихотворение как раз о нашем сегодняшнем празднике. Нежные краски казанского лета, полутона и штрихи. К Пушкину снова приходят поэты, снова читают стихи, снова и снова, как в веке прошедшем или в салоне букет. Кто-то подумает, вот сумасшедшие, в чем он, поэзии, плен? Кто-то затихнет, замрет на мгновение, свой остановит забег. Надо же в буднях стихотворение, выдохнет человек. Надо же рифма, дактиль, анапис, вспомнится школьный урок. Он и забыл, что все это значит, но за спиною пророк. Нежной краски казанского лета, полутона и штрихи. К Пушкину снова приходят поэты, снова читают стихи. С праздником! Добрый день, дорогие друзья, с праздником всех! Байрам белән, кадерле дуслар! В нашей семье 5 переводчиков. Александра Сергеевича Пушкина переводили на все языки мира. В нашей семье мои родители переводили с русского на татарский классиков наших, а мой брат, я и мой муж Борис Вайнер, мы наоборот переводим с татарского на русский, то есть достояние делаем татарской культуры и литературы всех. И вот я поэтому хочу сейчас прочитать стихотворение о переводчике Бориса Вайнера. Один во мраке темной ночи, сменяв покой на непокой, корпит упрямый переводчик на неподатливой строкой. Его лица в тени поэта не различают никогда. На небосклоне звездном этом он не звезда, он не звезда. Его лица в тени поэта не различают никогда. На небосклоне звездном этом он не звезда, он не звезда. Чужой судьбой завороженный, чужим огнем чужим, он светит светом отраженным, а не своим,
чужой судьбой завороженный, огнем чужим, он светит светом отраженным, а не своим, но веселеет ближний космос, звенит ответная струна на небосклоне этом звездном. Он не звезда, но он луна. Спасибо, Рахмет. И вам тоже огромное спасибо. Пушкинский день России 6 июня отмечают во всем мире как Международный день русского языка, тем самым признавая роль Александра Сергеевича Пушкина в современной литературе и культуре. Это действительно двойной праздник. И отмечая его, осознаешь роль поэтов, писателей в сохранении литературы, культуры и русского языка. Во все времена задачи развития языка и литературы были и остаются в тесной взаимосвязи. Слово предоставляется председателю Союза писателей Республики Татарстан, депутату Государственного совета Республики Татарстан, народному поэту Республики Татарстан Ркаилю Рафаиловичу Сайдуллину. Его день рождения Пушкина – это большой праздник для любителей русской словесности. Вот я смотрю на памятник Пушкина, он такой суровый, угрюмый. Это, наверное, не только белорусский скульптора, Яви, начали его вечные русские вопросы, кто виноват, что делать, кто мы, что мы, где мы находимся и куда мы идем. И словно он говорит, что не превращайте меня в объект поклонения, не поглощайте мое творчество официозом, потому что Пушкин всегда прост, ибо великие поэты пишут просто, ясно, прозрачно. Он очень разный. Мы знаем, что первые стихи он писал на французском языке, даже английских поэтов, Байрона, Шекспира, он текст читал на французском языке. Даже в лицее его называли французом. Но вот какое-то время он становится сторонником русского национального возрождения вместе с друзьями, Кивельбекером, в частности, Дельвигом. И народную речь превращает в современный литературный язык, который существует и сегодня. А я вот считаю Пушкина одним из создателей современной русской нации, потому что носители русского языка превращаются уже в нацию. А в этом деле он, конечно, сделал большое дело. И он, конечно, глубоко национальный русский поэт, но я его считаю человеком мира. Он никогда не писал с пренебрежением о других народах. Он поклонялся перед великой, я уже повторяюсь, не только французской, европейской культурой, интересовался восточной поэзией, не только поэзией, помним его великие стихи подражания Корану. Он писал, что это великая книга, там есть все, поэзия, философия. Влияние Пушкина, конечно, начинается с Тукая. Недаром Тукай написал, что в обращении Пушкина он писал: «Моя душа сходна с твоей, о Пушкин вдохновленный, непревзойденный поэт, единый во вселенной». Он вольно, конечно, переводил Пушкина много
И потом в советское время, конечно, многие, все известные татарские поэты переводили Пушкина, особенно в 30-х годах. И до сих пор мы его переводим. Несколько лет назад был издан сборник Пушкина в переводе современных поэтов. Пушкин жив, он с нами. Спасибо. В Татарстане 2023 год объявлен годом национальных культур и традиций. Народы, населяющие Татарстан, обладают богатейшим историко-культурным наследием. Приглашаем к микрофону Ирину Алексеевну Александровскую, председателя правления Русского национально-культурного объединения Республики Татарстан, заместителя председателя комиссии по межнациональным и межконфессиональным отношениям Общественной палаты Республики Татарстан. Именно Пушкин объединил нас вокруг нашего замечательного русского языка, неся огромный вклад в его развитие. Надо сказать, дорогие друзья, что вчера наш раис республики Рустам Нургалиевич Минниханов встречался с активом Русского национально-культурного объединения, творческой интеллигенцией и вновь подчеркнул значение и роль русского языка, как наших прочных скреп, без которых единство наших народов, нашего многонационального государства было бы неполным. И замечательно, что сегодня на этой встрече поэты разных национальностей, представители разных богатейших культур. И мы знаем, что наш Союз писателей Республики Татарстан, традиционно проводящий по своей инициативе вот этот литературный праздник, един в своих стремлениях в развитии дружбы, сотрудничества, в творческом порыве. Я думаю, что вот это проглянувшее солнце сегодня свидетельствует нам о том, что солнце русской поэзии слышит нас с вами, дорогие друзья. И мы вот это праздничное настроение несем по всей республике. И сегодня представители Государственной Думы Российской Федерации, наш комитет по культуре принимает участие в больших мероприятиях, посвященных этому событию в том числе. Гульнара Байназарова. Казань – загадочный и уникальный город. Его еще называют аномальной зоной, где рождаются великие идеи, выдающиеся люди и блистательная поэзия. Сегодня мы представим небольшую антологию творчества известных поэтов, связанных с Казанью. Свои стихи прочтет современная поэтесса Ольга Левадная. Прозвучат стихи влюбленного в архитектурный ажур Рустема Кутуя, лирика Вероники Тушновой и, разумеется, Александр Сергеевич Пушкин. Конечно, два таких самобытных явления, как Пушкин и Казань, не могли не встретиться. Итак, Ольга Левадная. Я люблю белоликую Казань, ноги которой омываются живительными водами. И зацелованный снегом Кремль, еще благоухающий осенней листвой. И веснущатые дома под гривой серебристых тополей.
и набожное свечение фонарей, и людей, величественно несущих свое прошлое, и крик птиц, из которых растут наши воспоминания. Спасибо. Рустем Кутунь. Мечеть Азимовская хороша, как вдруг окаменевшая душа на самом вздохе в день прекрасный. Снежок порхает, ясный, и ветерок из-под тишка дохнет от воли праздной и тут же сгаснет не спеша. Мечеть ажурна и легка, и, видимо, издалека, в сторонке, будто одиноко, лицом повернуто к востоку, где месяц зябнет в облаках. Вероника Тушнова. Людские души, души разные, не перечислить их, не счесть. Есть злые, добрые и праздные, и грозовые души есть. Иная в стиле не нуждается, ее дыханием коснись, и в ней чистейший звук рождается, распространяясь вдаль и ввысь. Другая хмуро неотзывчива, другая каменно глуха для света звезд, для пения птичьего, для музыки и для стиха. Она почти недосягаема, пока не вторгнутся в нее любви, тревога и отчаяние, сердечной боли острием. Сметенная и беззащитная, она очнется, и тогда сама по птичьи закричит она и засияет, как звезда. Александр Сергеевич Пушкин. В поле чистом серебрится снег волнистый рябой, светит месяц, тройка мчится по дороге столбовой. Пой, в часы дорожной скуки, на дороге, в тьме ночной, сладки мне родные звуки звонкой песни удалой. Пой, ямщик, я молча, жадно буду слушать голос твой. Месяц ясный светит хладно, грустен ветра дальний вой. Ой, лучинушка, лучина, что же не светло горишь?
первый друг, мой друг бесценный. И я судьбу благословил, когда мой двор уединенный, печальным снегом занесенный, твой колокольчик огласил. Молю, святое провидение, да голос мой душе твоей дарует тоже утешение, да озарит он заточение лучом лицейских ясных дней. Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон, в заботах суетного света он малодушно погружен. Молчит его святая лира, душа вкушает хладный сон. И меж детей ничтожных мира быть может всех ничтожней он. Но лишь блаженственный глагол до слуха чуткого коснется. Душа поэта встрепенется, как пробудившийся орел. Тоскует он в забавах мира, людской чуждается молвы. К ногам народного кумира не клонит гордой головы. Бежит он, дикий и суровый, звуков и смятения полный, на берегах пустынных волн широкошумной дубровы. Оделась туманами Сьерра Невада, волнами играет кристальный хилин, и к берегу веет с потока прохлада, и в воздухе блещет серебристая пыль, и в воздухе блещет серебристая пыль. Прозрачные бездны эфира луной звездами горят. Открой мне, Бентану, Эльвира, минуты блаженства летят. Уснули Дальго, докучный, спусти мне с узлами снурок. Со мною кинжал неразлучный и смертного зелья сок. Мне хотелось бы прочитать стихотворение Александра Сергеевича Пушкина «На холмах Грузии лежит ночная мгла». Творчество Александра Сергеевича Пушкина оптимистично, и в этом стихотворении это проявилось наиболее ярко. На холмах Грузии лежит ночная мгла, шумит Арагва предо мной, мне грустно и легко. Печаль моя светла, печаль моя полна тобою, тобой, одной тобой. Унынье моего ничто не мучит, не тревожит, и сердце вновь горит и любит от того, что не любить мной не может. С праздником вас!